нас очень много вопросов возникает всегда по рекоператору. Мы уже неоднократно говорили, что это некоммерческая организация, создана в форме фонда. Кроме этого, мы говорили, что региональный оператор содержится только за счет средств бюджета. Поэтому вот очень много вот у нас сегодня ходит всяких нюансов, что все средства, которые у нас собираются рекоператором, будут направлены там покупку того. Ни на что другое они не могут быть направлены, только на проведение капитального ремонта. И это четко у нас записано в жилищном кодексе. И еще раз повторю, что у нас статья 20 жилищного кодекса говорит о том, что сегодня региональный оператор – это единственная организация, которая может проверяться без предупреждения органами государственного жилищного надзора. Так как у нас поправок в жилищный кодекс вот этим 176-м федеральным законом внесено очень много, существенно, во-первых, то, что для рекоператора введена ответственность за проведение капитального ремонта. Существенно то, что региональный оператор теперь должен, помимо того, что он выбирается на конкурсной основе, он должен еще и проходить квал-экзамены. И первый квал-экзамен они будут проходить в Минстрое. Кроме этого, введены дополнения, что, например, порядок выбора подрядной организации будет теперь разрабатываться правительством Российской Федерации. Порядок выбора кредитной организации точно так же будет разрабатываться на уровне Российской Федерации. До этого эти порядки были утверждены на уровне республики постановлением правительства Республики Коми. Кроме этого, регламентировано, как будет передаваться владельцам спецсчета вся техническая документация по проведенному капитальному ремонту. Такие же положения введены в части проведенного капитального ремонта рекоператора. То есть он тоже должен всю техническую документацию по проведенному капитальному ремонту передать управляющей организации. Кроме этого, существенно дополнены определено, что если, например, собственники решают, что они выбирают управляющую организацию владельцам спецсчета, они сразу же должны определиться, например, кто им будет делать платежные документы и сколько это будет стоить. Ну, есть дополнение в части того, что у нас сегодня очень много было вопросов задавалось по банкротству, что вот четко теперь регламентировано, что ни региональный оператор, ни владелец спецсчета, если даже они будут признаны банкротом, что вот эти средства, которые копятся на капитальный ремонт, они не будут в этой части использоваться и входить в конкурсную массу. Ну и ряд таких вот дополнений и нововведений в части, например, новых многоквартирных домов. Теперь для них будут как бы предусмотрен льготный период до 5 лет, он может быть, что они не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Кроме этого, существенная поправка касается тех жителей, которые проживают в домах, по которым, например, уже принято решение о том, что, например, район будет в ближайшее время сноситься, и на данном районе будут строиться другие дома. Вот если решение такое принято, то по этим жителям тоже уже можно рекоператору принимать решение, что они не будут оплачивать взносы. Ну и другие такие по мелочам, но существенные вот эти. Еще такой момент. А вот самих граждан, какие вопросы волнуют чаще всего? Потому что эти встречи проводят периодически. Ну, во-первых, самый большой вопрос – это все-таки не будет ли расходоваться деньги, которые собираются рекоператором, на цели его хозяйственной деятельности. Вот людей очень сильно волнует, не будут ли их деньги уходить куда-то налево, там машины будут покупаться, там загородные домики и так далее и тому подобное. Вот это очень сильно волнует. Потом у нас население очень сильно волнует вопрос того, что почему-то считают, что деньги уходят в Санкт-Петербург. Так как у нас конкурс выиграл Севергазпромбанк, и центральный офис Газпромбанка находится в Санкт-Петербурге, естественно, в квиточках стоит Санкт-Петербург. Сами деньги у нас копятся в Сыктывкаре и находятся в Сыктывкаре, никуда не уходят. Вот очень сильно у нас тоже население волнует. Потом вот спрашивают, когда будут проводиться капитальные ремонты, как это будет организовываться, кто должен выставлять платежные документы. Потом часто задают вопросы по льготам, субсидиям, будут ли облагаться, будут ли на эти взносы начисляться льготы и субсидии. Ну и такие вот у каждого свои, но вот основные это касается деятельности рекоператора.